Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Прыгать на педофилии ребенка. И тут Аллах тебе говорит, все, что я тебе не запретил, я тебе разрешил. И получается, что тебе Аллах сам говорит, я тебе разрешаю педофилии с рождения детей. Это нормально? Нет, ты же сам не веришь в то, что говоришь. Ну зачем вот настолько крайности? Ну, вы-то верите, я же вам доношу, я-то не верю в этот бред, я этому не позволю никогда. Ну, ты-то веришь, я не напрыгну на Я педофилию, я не не верю, переживаю. ни один мусульманин не верит. Ты что, с рождения, не с Ты что, рождения? он значит, не верит? Он Мусульмане это Подожди, за мусульмане здоровое верят. общество. Не Не, за верит? здоровое Те люди, общество. Ты подожди, же знаешь, как... не, Не, Султан, мусульмане верят, не верят те люди, которые, как ты, думают, считают себя мусульманами, хотят быть мусульманами, но не могут принять эту религию, потому что там мерзость много, которые не хотят, чтобы жениться, сам не поженишься на двоюродную сестру, если у твоего брата останется жена, сам не поженишься на нее, если ты не позволишь своим детям этого сделать, знаешь, не пойдешь ко мне вот подтираться. мировая, Знаешь, это для почему не будешь всего делать? мира, это религия. В разных местах Как ты разные можешь тогда случаи быть могут быть. мусульманином? Разные, согласен, в разных местах разные случаи могут быть. Ислам Не должен могут. подходить Такие для всех. случаи не могут быть. Если бы он для нас, На для земле нашего столько народа. всего, чтобы камнями не подтираться. Ты что, Смотри, угораешь? ислам, опять же, вот даже по поводу камней тоже я могу также тебе сказать. Ислам для всего мира. То есть он должен цеплять все области этого мира, чтобы всем был доступен ислам. Смотри, поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, вынужден был, он не мог, как ты и я, да, вот соблюдая, я же соблюдаю приличие, я не буду это показывать. Он многие вещи должен был, как доносящий для Он не людей, мог, я уже в показывать. смысле, Аллах же Показывать должен в был. Ну примерах, да? подожди, Вынужден история, был. подожди, в смысле не мог, Аллах же ему помогал. Он мог все, Ну, он же, подожди, знаешь, факт в том, что он помогал, ну и помогал. что? Он же был Помню, он же какая должен был битва при донести. уходе была, не какая, подожди, их было 2000 или 3000 человек, не помню, и они столкнулись с армией 100 чем-то тысяч человек. И среди них был Иблис, якобы шайтан, среди неверных. Когда они шли на него, он среди первых рядов стоял, короче, и бежал на Иблис, этот облик человека, бежал, знаешь, войсками, короче, чтобы на мусульман, на Мухаммада. И этот момент он резко разворачивается, убегает обратно. И рядом, который говорит, ты что убегаешь? Он ему говорит, если бы ты видел то, что я вижу, вы бы все убежали. Знаешь, и якобы он видел ангелов, которые Аллах отправил, чтобы им помочь, и якобы превратившись в людей, приняв облики людей, они истребили всю эту армию. Понимаешь? Мы же Аллах человеческий ему, разум. подожди, а Аллах не мог ему воду дать, чтобы подмыться, что ли? Обязательно надо было там горячими, не знаю, 60, 40 градусов, 70 градусов, сколько там бывает градусов, минимум 40 градусов бывает в пустыне, чтобы ты понимал, градусов, даже минимум взять 40 градусов, температуру нагревшую камнем, короче, чтобы пятую точку жарить надо было, да? А как эту воду приняли? Ты же знаешь, как они, когда в мечеть пришли, как пророк сказал об этом? То есть иудеев, что ли, они, да, взяли это? Как он донес до людей? Да, иудеи взяли, не от Аллаха взяли. Не Аллах сказал, надо подмываться, а иудеи сказали, надо подмываться. То есть Понимаешь, прикол? Аллах не знал, что это произойдет. Аллах что-то сделал так, чтобы что-то они от этого получили. То есть, ну, по сути, Докажи, докажи. что доказать? Что Аллах Докажи, а есть, да? почему он просто не сделал так, чтобы сам пророк это передал им? Почему А ему надо было, чтобы какие-то евреи, которых они ненавидят, должны были их научить подмываться? А почему смотри, сам пророк от Аллаха не мог это обычно? Все он объяснял, весь мир объяснял, говорил, как человек происходит, все, что земля лежит на спине кита, все он мог сказать, но он не мог сказать, просто подмывайтесь, а не подтирайтесь камнями. Как это? а ты лучше скажи мне, а почему он вообще допустил, чтобы у него были враги, да? Чтобы его мучили там мягкие, то есть... Почему, знаешь, почему? Это Я бесконечно. скажу. Смотри, и выйди в Чечню, скажи, допустим, скажи, я чеченец, не, я пророк, скажи, ты скажи, я пророк, и ты начни, короче, педофилить,
брать девушек. Сколько ты врагов себе приобретешь? То же Ну, самое. никто не педофил. Подожди, знаешь, Ты знаешь, хочешь сказать, подожди, что он они педофилил, что ли? адекватные, подожди, эти арабы были 100 раз, ну, хоть и не адекватные были, ну, они адекватные были намного, чем до Мухаммада. Потому что даже когда они в плен брали женщин, они не хотели, будучи у них мужья живы, они с ними не спали. А когда Мухаммаду они пришли, они сказали, идите спите. Понимаешь, он им разрешение дал. До этого они себе этого не позволяли. Ну да, Всевышний облегчил для них что-то ожесточил, как бы, да? Что-то облегчил, а что-то ожесточил. Ты же не можешь сказать, что все Ну облегчено. нет, это Мухаммад им облегчил. Сказал, вы что, давайте всех, короче, насилуйте, как каждый, кто попадается. Знаешь, как бывало? Брали самых красивых Мухаммаду отводили. Есть хадисы там, где это бывало. И получается, даже если чудом кто-то раньше преуспел, даже есть момент, где раньше кто-то преуспел, и он увидел ее красоту, сказал, ты нужна Мухаммаду после того, как он сказал, салам алейкум, и потом передали его Мухаммаду. Когда Ну, тебе взяли, захватили твою маму, жену, дочку, да, то есть и скажем, что Аллах это разрешил, облегчил. Нормально так, да? меня не спросят, если что. Тебя спрашивали в истории твоих дедов, когда царские Подожди, войска ты или чеченец кто-то или там кто? Ты почему ты воевал, султанский? спрашивал? Подожди, меня не Для вас спросят. это Тебя, подожди, приемлемо или нет, когда убивали или что-то? Султан, подожди, тебя как не спросят? Если ты чеченец, то спросят. Знаешь почему? Как ты? Какой чеченец? Какой чеченец позволит, чтобы, не знаю, там, ее жену насиловали? Какой позволит? И не спросит. Как это? Никто не позволит, не только чеченцы, Ну, что да ты тогда любой, говоришь, если любой, да меня никто не спросит? я не думаю, Если что есть такая чеченцем, если нация, ты которая это чеченцем будешь, позволит. то тебя спросят. Если ты скажешь, что ты араб и не чеченец, то без проблем, что тебя никто не спросит. Я клянусь тебе, я помогу собрать сбор, чтобы ты поехал, араб, и приехал. Ты не знаю туда, чтобы билет тебе конец я куплю. Не, как я могу уехать в Аравию и оставить свой народ, например, свою Ну, республику? если свой Смотри, народ ты хочешь, когда... если не хочешь Арабию уехать, то что Не, тогда ты за арабов топишь? За не, ихнюю там, за смотри, ихнюю идеологию топишь. мне есть за что переживать сегодня. Сегодня идет уже как век идет европезация моего народа, например. И они об этом ты не скажешь, Подожди, никто не скажет, потому что это это невыгодно. европезация, подожди, как идет, где ты одного транса чеченца увидел, в смысле, где какая европезация идет, ты что, где ты это видел? Европезация, если пошла бы в сторону как бы науки, все это ничего страшного, это наоборот хорошо, люди более образованные были бы. И так у нас нет никакого образования, Ага, потому что Локи, высылка была, несколько войн было, столько всего было, и ты еще хочешь арабизацию, 6 век не-не-не, еще. Бехмабила, ты попал в его в ловушку, погоди, это не так. Европезация не означает сегодня быть хомо или трансгендером. Не, Султан, Да, я это и говорю ему, я европезация, говорю, знаешь, в что плане означает? науки, в плане Да, науки. европезация означает свобода прав. Европезация означает бесплатная, качественная медицина. Европезация означает высокий уровень жизни, хорошая заработная плата. Понимаешь, Султан, вот что такое сегодня европезация. А то, что тебе там твои мусульмане говорят, там все европейцы такие, это неправда. Это наоборот, это не европезация, то, что там Если это было бы правдой, да, если это было бы правдой, сами мусульмане сюда бы не приезжали в Европу. Почему каждый мусульманин стремится в Европу приехать? Смотри, Тойзан, знаешь как? Смотри, я тебе больше скажу. И они говорят, это европезация, эти геи, все это будет. Смотри, окей. А почему тогда в Париже, везде, тут в больших городах есть мечети для геев и для трансов? Почему? Это не европезация, братан, это исламизация. Не, это не относится к исламу, ты это лучше меня знаешь. Подожди, какой пророк? Подожди тогда, в каком писании ты найдешь пророка, который себе футболку поднимал и давал себе живот целовать и грудь целовать? Да, он ходил по улице, поднял футболку, давайте целуйте меня в живот. Так ты это говоришь? Он не отказывал, нет. Почему? Подожди. Подожди, сейчас ты чеченец, вот ты говоришь, что чеченец. Тебе подойдет мужчина, скажет, подними футболку, я хочу тебя поцеловать. Ты дашь ему живот поцеловать? С какого перепуга я должен это сделать?
Ты же Вот, прекрасно он знаешь должен, этот пророк, с момент. какого перепуга должен пророк дать кому-то себе живот целовать? Это как, какой Смотри. пример продает? Какой пример он дает людям, показывая это? Он же пророк, елки зеленые. Смотри, то есть ты думаешь, что теперь живот людей целовать тоже сунно сделали, и все его сподвижники друг друга в голые животы целовали. Ты это хочешь сказать? там Ну, не это, смотри, есть Султан. которые медицина, которые может Ведь вести ты все серьезные. время Я знаю, стараешься что перевернуть и пророк, кто-то выставить с может, головы это на делать. голову все ставить. Султан, речь идет о том, что Мухаммед в какой-то момент в своей жизни поступил на улице аморально. Это не значит, что он каждый день, каждый прохожему мимо Этим дал человека просто так пример. поступал. Он, да, поступил как-то раз вот так аморально. Речь идет, Мгм. это с нашей точки зрения аморально или это акт каких-то, не знаю, хороших действий, нормальных? Да, я тебя понял, Таузан. Вот я для слушающих тоже поясню этот момент. Это что за момент был? Когда он ударил человека, да, ударил человека там в живот, да, на котором не было. Пророк бьет человека в живот. Да, Еще, это ударил. еще пример хороший. Да, Да, он не Маша наказывал его. Аллах. Он не наказывал его. Если что, между людьми мы тоже даже бьем лещи, в лицо, конечно, но там могут там ударить там и что-то. Нет, он ударил Ну, настолько, смотри. чтобы тот обиделся. Подожди, Да, не, да. не Да, переворачивай. я Он продолжу. ударил, я чтобы тот обиделся. Это не обиделся, я просто. знаю. Подожди, мы стоим шутку, я тебя ударю, шутка, ты обидишься? Ну, сходу Мы я с могу тобой и не можем поймать побороться. этот У нас в момент, Чечне что как это бывает, шутка, ты сам понимаешь? знаешь. Ты Я подожди, могу ты не сам знаешь, в поймать Чечне этот как момент. бывает. Мы с тобой, в Чечне как бывает. Мы с тобой можем просто шутку начать бороться даже, в шутку, знаешь, превратиться в драку. После драки мы руку пожмем и пойдем нормально дальше дружить. Нет? Да. Пойдем, Вот. конечно. Ну вот так и есть. Посмотри, А почему, дальше скажу. тот обиделся? Настолько он его ударил, что тот обиделся. Это ненормально. Да, Что он ну, унижал обиделся. так людей. И Тем что он более сказал? людей, которые Смотри, окружают его. смотри, вот этот момент приводим. Видишь, этот момент ты привести даже не надо. Ты привел, что для Не-не-не, нас это просто, ненормально. которые не знают, просто знают, пусть узнают это. Это же 30. Он говорит, Ну там просто короче, смотри, от обиделся. каждого, подожди, извини, я сейчас тебе дам договорить. Просто от каждого слова, что ты скажешь про ислам, я тебе могу найти противоречия в нашем чеченском традиции. Настолько он противоречит нашим традициям. Не противоречит. Мы Окей, спокойно Пускай можем... пускай это будет, противоречит все это время, подождите Султан, оба, хотя но вы бы. опять уходите в какие-то другую сторону и вообще говорить ни о чем. Окей, пускай это там он ударил, не ударил. Нам не интересный контекст этого происходивших Вот, я понял, действий. тебе Там. не интересно. Вопрос, этот аморальный был поступок со стороны Мухаммеда, пророка, или нет с твоей точки зрения, скажи мне. То есть то, что этот человек Ну, его поцеловал. потому что, да, позволит дать себе целовать живот и грудь. Это нормально было или нет? Просто да или нет, скажи, и все, не надо там пояснения больше. Кто кого Нет, целовал, там ребят? очень нужны пояснения. Как раз там Там нужно... не нужны пояснения. Это аморально, Султан, есть, я конечно, по-братски. результат действий пророка Мухаммеда. Это Султан, аморально. Султан, Делда, по-братски послушай. Если ты реальный чеченец, просто конкретный ответ дай. Нормально это для тебя, будучи чеченцем? Да или нет? Это аморально или нет? Нормально тебе или нет? Да или нет? Для чеченца ненормально, но ислам это религия Не, мира. оставь Не для для чеченцев. Тебе чеченца, нормально, ну, я говорю? Ты вот же чеченец, сколько тебе людей, нормально? нет, сколько людей Ответь, сгорели в аду ответь. из-за Ты того, что не ответь. поняли Опять же, я этот тебе момент. сейчас только что сказал. Я тебя попросил, реально. Ответь, что тебе настолько, если чеченец у тебя не говорю. должен. Задай мне вопрос, я тебе отвечу. Что ты тогда вот вокруг да около бегаешь? Будь чеченцем, не знаю, ответь мне. Я всегда был и буду чеченцем. Кто Вот может меня... ответ, для тебя это потому что я аморально чечен. или нет? Для тебя это аморально целовать? Ты поцеловал бы мужику живот и грудь? Ну зачем? Я бы не целовал бы. Или Ну потом вот, себя да, тоже... нормально для тебя это или нет? Скажи, нормально или нет? Нормально или нет? Да, нет. Если, конечно, я просто подниму футболку и давай поцелуй меня, это будет Да, нормально. нет, скажи, Или то же да, самое, нет, я да, с другой Султан, стороны, это скажи, да, ненормально нет. будет. То есть, Султан, ты видишь на пляже чувака, ты видишь на пляже своего друга, подожди секунду.
ты видишь на Это пляже не своего друзья друга. Ты видишь на своего пляжа своего Ну, друга без футболки. Ты путаешь подходишь, момент. его начинаешь целовать живот и грудь. Ты будешь такое делать? Для тебя это Они нормально? не друзья были. Для Они не тебя это друзьями были. нормально. Для Не-не-не, тебя это ненормально. нормально. Нет, я говорю, я же тебе сказал, нет, для Вот так чеченца. скажи нет Как? и все. Я же Нет тебе и 1000 все. раз это Получается, сказал. подожди, все. Мне нужен был нет или да. Ты Локи, сказал нет. Я получается, решил, я человек нарушаю Подожди, все, что Локи, получается, не, дай вывод, договорить, дайте договорить. Получается, вывод, вот. Получается, то, что делал Мухаммад для тебя, аморально. Но ты все Но я равно не могу сказать, следуешь ему, если учитывать аморальному эту человеку, ситуацию, это который я не делал могу назвать аморальные вещи. аморально. Не, я не могу, например, я не женюсь на двоюродной сестре. Но аморальным это назвать я тоже не могу, потому что аморальные вещи в религии не Тогда позволяют. подожди, Султан, вот такой пример тебе. Смотри, вот кто-то, например, пошел твою соседку педофилил. Не знаю, изнасиловал. Педофил это кто ребенку, это самое, это насилие. Как ни крути, там родители не решают, девушка сама должна решить. Это Мгм. насилие. Педофилия это изнасилование, одним словом, и вместе, два вместе, понимаешь? Ты, если соседку изнасиловали бы, ты пошел бы в суд заступиться за преступника. Как я могу? Кто пойдет? А что ты такое действие, Вот как как будто ты пророк, можешь алейхиссалату заступаться? вассалам, совершал. Подожди, теперь, Он ничего подобного даже не совершал. А? подожди, как ты мог тогда, как ты можешь заступаться за человека, который педофилил 9-летнего ребенка? Ну, он хотел Это 6 лет, конечно. это ты так думаешь? Это ты и вот такие же, Это как не ты, я так так думают. думаю, это не так, А я кто думает? думаю, это то, что он сделал. Это Смотри, то, что сделал, он да? сделал, а я ничего не думаю от себя. Я беру от вашего ислама, и все. Вот, смотри, ты согласен с этим, вот по этим источникам ислама, которые, заметь, ты сам не признаешь. То есть это вообще на самом деле глубина, Если ну, бы вы не глубокая яма. признавали бы, как я, подожди, если бы ты это не признавал бы, как я, этот диалог вообще не состоялся бы. Проблема в том, что ты это аморальное веришь, но это не Я, поддерживаешь, но все равно поддерживаешь. я На двух говорю, стульях ты сидишь. Я тебе говорю поэтому. Ты определись, или ты мусульманин, который поддерживает педофилию, или ты не мусульманин, смотри, чеченец. смотри, на сегодняшний день, по твоему это сам, великий человек в истории человечества, ну, на сегодняшний день, Подожди, он подожди, не, Не-не-не, Султан, я дай хочу это. договорить. Ведь ты к одному Тот, хочу кто, ответить хочу. дай договорить, ты сейчас ответишь. Тот, кто не поддерживает Мухаммада, он не является мусульманином. Тот, кто хоть в одном моменте его не поддерживает, не является мусульманином. И тот, кто запрещает делать то, чего он делал, не является мусульманином. И ты сейчас, получается, аморальное все, короче, это все не признаешь, но хочешь признать того педофила. И как это понять? Объясни, ты не можешь быть этим чеченцем, ты на двух стульях не усидишь. Просто определись перед всеми людьми, которые тут слушают, кто ты, чеченец ты или араб ты. Я же говорю, тут и нету детей. Султан, Вот, а ты чтобы глаза детей- красишь? Султан, глаза красишь, брат? Не, Я не крашу глаза. подожди, У меня пока не совсем лезь нет. по-братски мы разговариваем. Это тут Нет, оскорбление, смотри, глаза, ты не же глаза, это веришь? как для нас оскорбление. Лучше такие вопросы не задавай, этим он точно не занимается. Это все бывает. Не говори красишь, если задаешь вопрос, красил бы ты, так правильнее будет. А красишь ты, это как уже оскорбление на личность. Красил бы ты глаза вот так задай. Не, Султан, ответь почему? на Я его задал вопрос. вопрос, как Красил бы захотел ты? задать. Я не оскорбил никого. Где это оскорбление? Как Ну, это это может как быть для оскорбление? чеченца, это как оскорбление. Ты Так он красил же не глаза, как чеченец, он будто же это араб. как будто. Не, ты кто такой вообще? Не надо себе лишнее позволять. Не лезь пока, хорошо? Локи, можешь в ЛС зайти на секунду, посмотреть то, что я тебе скинул, и изложить свою мысль, короче, что ты думаешь насчет этого? Араб. Сейчас, Ты откуда решил, что я араб? Как ты антагонист? Как с чего ты решил? Сейчас. Арабам и чеченцам. Ай-яй-яй, короче. Ай-яй-яй.
Ты Да, это дружишь в жестко. своем Ну, IQ. источника нету, брат, я сейчас читаю. Ну, интересно было бы, если источник конкретно был бы. Нету ничего конкретного. Номер Понял, нужен. понял. Смотри, друг, ты за своей фазендой следи. Постарайся, Не лезь туда, не Ганнибал, тоже. постарайся Хорошо? раздобыть, если возможность, номер конкретной достоверности. Не гори, не Если гори, это будет, Султан, да, не то гори, попробуй. не гори, не Султан, гори. Хорошо. успокойся, все. Султан, все, успокаиваемся. На личность не переходим, Ну, все. Я ему это? замечание тоже Ну, сделал, мы что же не нельзя так обезьяны, говорить. Он просто мы же правильно должны на преподнес. Он не просто... человеческом Нет, разговаривать. Султан, знаешь, может, он правильно не преподнес вопрос, и все. Хорошо, Султан, Он сказал, ты бы он говорит, покрасил что бы я араб. глаза Я сюрьмой, арабский не Султан? могу даже 2 слова связать, он говорит, что я араб. Кто он вообще такой? Я что, его там, или кого-то там обозначаю как-то там. Ты же смотри, за базаром следи, ты Султан, вообще... я тебя задел, скажи честно. Ты Это говоришь, что задевает, я же тебе я- объяснил только что. Так как будто... Я неправильно, ладно, поставил вопрос. Ты покрасил бы глаза с сюрьмой вообще? Вот, позволил бы себе? Нет, конечно, я не буду красить глаза. Из-за этого я в ад не пойду. Поверь Всё, мне. значит, ты чеченец, не все еще потеряно, брат. Тебе Держись. стыдно, Ну, ну как ни друг, крути, тебе ну тебе решать. стыдно получается, что, знаешь, нет, ты не пойдешь ад, но тебе стыд, ты отдалишься от много чего хорошего, от рая, от Мухаммада, из-за того, что или, может, получишь, а ты все равно попадешь, не, подожди, стопай тут, попадешь ты, братан, и ты попадешь, и Мухаммад попадет, все попадут, это не обсуждается, давай дальше, короче, даже если ты попадаешь в рай, то ты не получишь столько Султан, Только гури, что ли? Султан, кто у получит меня вот другой, кто вопрос. этому следовал. Понимаешь этого? И ты не будешь ближе Мухаммаду. Ну, мне А? достаточно уже понять, Чем убедиться, больше что ты я в рай следуешь попаду. судну Мухаммаду, тем ближе ты будешь судный день. Ты будешь наряду, если, подожди, я тебе так скажу, знаешь, как это он сказал? Тот, кто следует моей сунне, то, чему я делаю, он в судный день, он будет рядом со мной, и облако, когда будет солнце натянуто, все дела, облако будет тенью укрывать меня и моих. И он выше будет, они будут стоять в рядах выше, чем все остальные пророки. Ну, есть такой момент. А Что? ты Уровень сунны тоже есть. сидишься сейчас у этого. Ты даже если получишь, ты даже если получишь, ты в муках будешь день суда, и в аду будешь гореть, и потом, не знаю, через какое-то время, может быть, если про тебя вспомнит, не знаю, тут один мать, это 70 тысяч лет отдаления от рая, а если ты сейчас возьмешь все, что ты стыдишься против пророка, против всего, каким-то чудом, если ты туда попадешь, не знаю, когда это будет, ты сам представь. Такой лучше, знаешь, лучше вообще туда не попасть через такое-то время, чем туда попасть, понимаешь? Не, Мне вечно кажется, гореть это в время, огне, которое это ты туда невозможно. не попадешь, ты эту боль уже столько привыкнешь к этой боли, короче, то тебе уже там наоборот, ты себя там друзей найдешь, тусы найдешь, и шайтанами подружишься, знаешь, у тебя нормальная жизнь там нарадится, семья будет там, знаешь. То есть у тебя такое представление об аде было в исламе, да, когда был в исламе? Не, я это как бы с сарказмом говорю, получается, это к тому, что Да. настолько много ты там будешь гореть, понимаешь? Сколько Что? веками ты там, один мат, сколько мата ты произнес в жизни? Каждый мат отдаляет тебя 70 тысяч лет от рая. О, Ну, я после каждого намаза как бы... Не как бы, читается, это уже записано. Это Не-не. записано. Это А? записано, братан. На Ну, левом как плече сидит написано? ангел, который записывает все плохое, Ну? а на правом все хорошее. А Это не может, стирается. хорошее у меня Судный день перевалит? взвешивается все. Может, у меня хорошее перевалит, да? Пользу, то есть, как думаешь? Локи, Знаешь, слышишь, брат? 2 историю секунды. расскажу. Ты лагаешь, Локи, перезайди лучше, брат. Перезайди, ты Историю расскажу. лагаешь. Был, говорят, один мусульманин, раньше, говорят, люди больше жили. Люди раньше больше жили, подождите секунду. И говорят, один человек 500, ну почти 500-600 лет. Вот сейчас лучше слышно, Раз. Лучше слышно. Ты Да, сейчас лучше слетаешь. слышно. Слетаешь. Перезайди лучше. Слышно меня? Сейчас нормально Перезайди слышно. лучше, Сейчас слышно. Локи, перезайди, просто это же 2 секунды занимает. Спасибо.
Этот ролик смотрел Сейчас слышно Мухаммеда меня? Хам- Сейчас слышно? Да, да, говори, Смотри, знаешь, да. история была такая. Султан, он говорит, я больше благ сделал, чем благих. Смотри, одна история получается, когда один человек молился больше 500 лет, всю свою жизнь он, получается, знаешь, он почти ни одного, ну, маленьких грехов только, он, знаешь, только совершал. Он был очень идеальным человеком. Он умер, он стал перед Богом якобы, а перед Аллахом. У него был вопрос, это приводится, якобы, история приводится к тому, что настолько Аллах милосерден, это, чтобы, ну, что такое есть, что объясняю. И вот, и он встает перед Аллахом, Аллах ему говорит, за свои деяния хорошие ты хочешь попасть в рай, или за мою милость? Он говорит, нет, не так было, он сказал, я тебя отпускаю в рай, иди, типа, это моя милость. Сказал, в смысле, я же 500 лет молился. Он сказал, типа, ты хочешь, чтобы якобы я тебя за твою милость судил? Ну, он сказал, да, конечно. И они на одну чашу положили его милость, и на другую чашу его деяния, получается, свою милость и его деяния. И сразу же перевесила его милость. И якобы он его отправил в ад. И после этого он сказал, о, Аллах, я все сожалею, туда-сюда, отправь меня в рай. И после этого он его помиловал и отправил в рай. Это к тому, что бы ты, султан, не сделал, сколько хорошего ты не делал, это тебя ни к чему не спасет от, как бы от ада, понимаешь? Что? Потому что тебе изначально Аллах итоговое решение вынес, что все попадают в ад. В этом рассказе тоже есть смысл. Это рассказ, кстати, относится к той категории, которую у всех отсюда некоторые предводитель Пармат читает, как бы, но там нету ничего, да, достоверных каких-то там моментов, ну, смысл. То есть в этом истории, смотри, он же по милостью простил его грехи, да, по милости. Вот то он просто то, что убрал, то, что не грешного не бывает, мы знаем. Он свою милость просто убрал оттуда, да? Не, это не к тому, Убрал, подожди. и так он полезен. Ты просто говоришь, что ты столько хорошего сделал, что ты можешь попасть в рай, тем больше плохого. Понимаешь? Ну, я тебе это объясняю, что нет, это ты так не канает. Локи, Ну, можно я к тебе вопрос, Локи? Да. Смотри, вот я смотрел ролик, да, Пармата, там у него был этот голосовой чат, или это что, стрим был, там доктор Мухаммед Хамед был, понял вот этот? Потом я в одном ролике смотрел вставку, он говорил, что как он обрадовался, что ему подарили цветы. Там мужчина ему подарил цветы, он обрадовался. Это действительно дозволено так? У них есть, что так, Да, это дозволено. мужчине рода дозволено. дарит. Дозволено. Там, где... Я представляю, в центре Грозного там приезжает султан, допустим. Извини, брат, я там не оскорбить тебя, честно. И там твой друг тебя говоришь. Не надо лично себе позволять. Ты лично сейчас говоришь, ты вообще... Брат, я же тебе сказал, знаю, я тебе к тому говорю, что это не подходит. Настолько нам не подходит, что мы даже это представлять не хотим. Я тебе вот это говорю. Не, нам не подходит. Ислам для всего мира. Если вдруг где-то там же один, там же нету для света. чеченцев один, подожди, там же нету для чеченцев один ислам, для арабов другой ислам. Он же один, правда? Один. Он охватывает весь мир. То, что где-то есть моменты, которые чеченцы вывозят. 27 разными коранами охватывают весь мир, да? Да, может. У каждого свои понятия ислама. И даже если я же говорю, у каждого свое понимание. Да, даже элементарно возьмешь Чечню, у каждого чеченца свое понятие, свой ислам. Каждого. Нет ни одного мусульманина в Чечне, который якобы, чтобы был идентичный ислам. Нету таких. Пацаны, у меня нет, клянусь, нету намерения кого-то оскорбить, честно говорю. Вот так вас принимаете все, как будто я реально тут пришел, вас задевать хочу. Нет, я тебя понял, но просто ты не знаешь, мне 37 лет, мои понятия не знаешь, ничего не знаешь, ты просто, не зная меня, слишком... Ты же мусульманин, подожди, я перебью тебя, ты же мусульманин, брат, правда? Конечно, однозначно, хвала Всевышнему. Значит, ты стесняешься своей сунны, дозволенности. В смысле стесняюсь? Ты это... Не, это не прямом смысле. Я обычный пример из твоей же религии, которая дозволена, привел пример, и ты уже закипел, говоришь, на меня не примеряй. Это же дозволено.
Дозволено, ну и что? А что Много тебе? чего дозволено. А Я почему сказал, тебя это ну, задевает? правильно. Вот если я даже... За меня, Да. как, например, потому что это может вообще как-то лишнюю там много Да давай чего. не будем Это вокруг да около ходить. Давай разнузданно. прямо скажи, почему тебя задевает это. В каком смысле? Почему? У меня, например, смотри, я с цветами вот, иду и дарю, например, среди своих там людей и к другому цвету. Это что? Это вы меня возвысит перед Всевышним, думаешь? Все наоборот. Да, возвысит, да, Подожди, Да, возвысит. да. Там есть моменты, которые... то есть в завоеваниях не только сила нужна, еще и разум, ум, стратегия. То есть Да при чем тут? Ты вообще другое говоришь, да, Султан, вообще другое. Не, ты не понимаешь. Смотри, ты, скорее всего, безбожник или христианин, которому нравится, когда ислам критикует. Поэтому ты сюда зашел и что-то там говоришь. Я вообще родновер. Я родновер, брат мой, родновер. Ну, тогда ты вообще понятия не имеешь о Боге, например, да? Поэтому тебе все равно... Ну хорошо, я не имею понятия, Султан. Подожди, брат, Сабардея, брат, подожди, 2 секунды. Вот смотри, ты подарил своему другу, допустим, своему лучшему другу букет роз, да? Он улыбнулся, ты, получается, улыбку нарисовал на его лице, это же сунна. Сунна, я могу и по-другому. Ну а что ты так закипел? Я же тебе не говорю, ты там его там обнимал, целовал. Нет, я просто вот цветы вот за вот этот момент говорю, за момент дозволенности. Дозволено. А ты мне начинаешь, ты не понимаешь, ты вообще... Да я любому чеченцу скажу, что это дозволено в религии. То есть любому скажу. Если он спросит, дозволено это? Да, дозволено. Конечно, в религии это дозволено. Потому что религия одного народа, он для всего мира, это простую истину трудно переварить некоторым. Если бы он для нашего народа был неспособен, он был бы совсем другим. Ну, он должен... Когда ты не должен... Подожди, подожди, стоп. Ты сам сказал, если это было бы послано нашему народу, какого фига ты, когда прикопался то, что послано другому народу? Чего ты к ним прикопался? Зачем тебе чужое нужно? Ты что, на своем не можешь жить, что ли? Только нашему народу. Только нашему народу подразумевает. Арабия, скажем. Тукман Арабия, там написано арабскому народу. Как там я называю, короче, даже это комфортная почему на арабском. Даже там объяснение есть, даже сами сподвижники даже смеялись над этого. Там, так что не надо придумывать. То, что ты сейчас прицепился к какому-то, не знаешь, поезду арабскому, знаешь, не прицепился. Вся проблема в том, что вот такая проблема у таких людей, как у Султана, это у нас очень много таких людей, потому что мы все это время были суфистами. Суфизм – это тюркский суфизм, который к нам пришел еще лет 300 назад. Он очень хорошо интегрировался в нашу культурную идентичность, то есть наши обычаи, нашу чеченскую мораль. А в конце 90-х мы узнали, что такое истинный ислам. И после того, как мы это узнали, такие люди, как я, Локки, например, которые обладают аналитическим складом ума и имеют возможность и способность рассматривать критически с точки зрения все это, мы это все приняли и вынесли соответствующие выводы, что ислам нам не подходит. Но такие, как Султан, к сожалению, их очень много у нас, остались вот в таком подвешенном состоянии. Они сегодня не знают, или им оставаться суфистами, или быть настоящими мусульманами. Поэтому Султан, пускай приходит лицемерить. Он никакой не мусульманин, он чеченец, и от своего чеченца он никогда не откажется. Но при этом он лицемерно будет заявлять нам всем тут, что он мусульманин. Султан, ты не мусульманин. Так за этого я задеваю, за его триггеры задеваю специально. Не, заветь так меня. Я специально его триггеры задеваю, чтобы доказать, что он чеченец. Мы с ним не в первый день разговариваем, он никогда это не признает. Он не позволит своему сыну жениться на двоюродной сестре, потому что как чеченец он это не воспринимает, он это считает аморальным поступком. Но при этом он знает, что пророк в своей жизни поступал вот такими аморальными поступками. И это не один пример, их десятки, что Мухаммед поступал аморально. То есть, по сути своей, был аморальным человеком. Но Султан это не признает.
никогда не признает. Если он это признает, он должен сказать, я не мусульманин, как я сегодня говорю. Я не мусульман, я чеченец. Поэтому я утверждаю, Султан, ты не можешь быть чеченцем и мусульманином одновременно. Но Поймите, это решать, конечно, не некоторым людям, конечно, по крайней мере. То есть это А каким людям? Кому решать? прежде всего сам человек, вот близкий, который меня знает, Бог видит во Devre мне, skillar. кого он Devre видит. skillar. Devre skillar. Devre skillar. Ассаламу алейкум. Кто меня видит, вот, знают, кто я. Вот, например, также знают, кто ты, который с тобой рядом, кто, то есть, к чему ты придерживаешься, да? И мешает ли тебе ислам, например, или что? И Тозан, знаете, разница Тозан, в скажи честно, я правильно понимаю, Тозан, это Да. суфийский ислам, это там, где отсутствует радикализм, там оно не завязано на Суфийский ненависть. ислам – это турецкий суфизм, который… Смотрите, когда Турция завоевала Анатолию, им пришло свое время как-то вот этих людей объединить. Поэтому они на основе христианской религии придумали для себя суфизм, турецкий суфизм. А этот суфизм жизнится на том, что на традиционных ценностях определенных народов. То есть, куда он приходит, суфизм интегрируется в твою национальную идентичность, при этом называется это от ислама все. Смотрите, нас до сих пор, до сегодняшнего дня кормили, знаете чем? Мои деды так жили, мои прадеды так думали, что Мухаммед, пророк, у нас был самым бедным человеком. Он настолько был беден в нашей мифологии, что ему приходилось завязывать свой этот подол штанов веревкой. Но сегодня, в конце 90-х, мы узнали, что Мухаммед был самым богатым, что у него были наложницы, рабы, что в нашей моральной составляющей раб – это невозможно в чеченском понятии. Понимаете? То есть мы об этом не знали. Вот этот турецкий суфизм в свое время вот такую подлянку совершил. И султаны, такие как султан, не могут от этого все отказаться. Когда они отказываются, они как выброшенные, я не знаю, на берег суши рыба. Не знают, куда себя девать, не знают, что делать. Султан, я тебе скажу, тебе просто надо вернуться к своим корням, твоих предков. Твои предки для тебя придумали самую лучшую идеологию в этом мире. Это называется Нохчула, кодекс чести, где ясно, по белому, без всякого лицемерия, двуличия сказано, что такое есть зло и что такое добро, что такое справедливость, что такое несправедливость. Скажи, Тойзан, 2 секунды, скажи, насколько в наших адатах, да, кавказских, больше чести, достоинства, уважения и всего остального, чем то, что нам навязывают. Вот просто 1000 раз в наших, в этих адатах, как говоришь, я не люблю это слово, потому что это арабское слово, наших вот кавказских законов есть человеколюбие, есть человечность, да. Есть справедливость, есть уважение друг к другу, есть любовь друг к другу, в конце концов. Ислам сегодня учит ненавидеть других людей, другой конфессии. Это что за религия такая? Религия, которая, когда ты входишь в эту религию, обрезает тебя ниже пояса, а когда выходишь из этой религии, обрезает тебя выше пояса. Это что за религия такая? Да, в этом тоже. Да, я сколько раз сталкивался, лично, вот я грузин, я сколько раз сталкивался, когда я видел, вот когда меня в комментариях там называют кафером, не кафером, что попало, говорят, ты там неверный, ты там, то видно, что ненавидят просто по религиозному признаку. Они не знают, какой я человек, просто меня ненавидят за то, что я не мусульманин. Все. Чеченцы никогда не были мусульмане. Чеченцы, да, были суфистами, а суфизм, истинный ислам, вы знаете, как истинный ислам суфистов называют? Бид'атчиками и мунафиками, людьми, которые будут гореть в аду, и что хомо лучше суфист. Это утверждает истинный мусульманин. Гей-мусульмане лучше, чем... Это кто да, говорит, лучше, чем лучше, чем... Да. То есть мои предки никогда, оказывается, не были мусульманами. Давайте оставим суфизм, шиизм, все это. Для вас они все одинаковы, по сути, на сегодняшний день. Вы же не хотите ни суфизма, ничего. То есть это оставим как есть. Давайте вот нашу тему. Вот смотри, Таузан, ты говоришь арабский, вот арабское слово. Сколько вот европейских разных, да, культур слов ты употребляешь, и это тебя никак не смущает.
где-то что-то, где есть возможность, вероятно, что какой-то чеченец научит арабское слово, это тебя возмущает, это тебя огорчает. Вот смотри, я тебе отвечу, Потому ты что, сам не Султан, ответил. я тебе 2 Потому что секунды, для брат. тебя полюбилась эта европейская цивилизация, это там, я Да тебе я не буду сам Потому что досконально европеец, европейцы не Султан, пришли и я не сам делали то, что европеоидный делали чеченцы. человек. Как я могу не любить свое? Я европеец, конечно, мне это ближе. Я не Тогда понимаю, что ты... Что, такое? европейцы же, Султан, европейцы же не приходили в Чечню, понятно. А не Азия делали, это не одно, делали то, что Европа делали одно. арабы. То есть Нет, Азия Азия это это другое. наш с менталитетом, это пустынная мораль. Понимаешь, люди, которые жили в пустыне, имели свою мораль. Таузан, вот с Которые твоим жили- менталитетом, вот там, Да. где ты сейчас живешь, твой менталитет, ты если бы попытался бы внедрить там, где ты сейчас живешь, скажи мне, что бы там было бы? Ты же Я прекрасно тебе знаешь. отвечу. Во-первых, я не пытаюсь свою моральную Ты не ценность сможешь. внедрять куда-либо. Это во-первых. Во-вторых, я когда себя среди других людей, других национальностей, другой культуры веду по-чеченски, как чеченец, с такой этикетом, да, меня принимают как человека. Меня начинают уважать и любить за мою культурную идентичность, что я вот, у нас вот такой красивый обычай обращения к В людьми. культуре Но когда я веду войнахов, себя в как культуре мусульманин, войнахов все красиво. да, я у себя на работе людей научил вставать, когда кто-то заходит. Ты представляешь? Потому что они каждый раз видят, что я встаю, зайдет молодой или старший. Я всегда встаю, предлагаю ему свой стул, кофе или что-то другое. Это у меня в крови. Сначала они не понимали. Потом я объяснил, что Это это да. красиво. Это Потом начали с меня брать пример, Там понимаешь? нету Вот, ненависти. клянусь вам, берут с меня уже пример. Потому что там или нету пример- ненависти никому, там только красота. Когда Понимаешь? во Красота, Франции и все. поселились в каком-то районе, короче, где до этого были арабы, афганцы торговали наркотой, грязью, короче, занимались, ну, как бы тем, чем они обычно занимаются. Они пришли, навели порядок. Местные жители оценили их работу, хвалили их там и так далее и тому подобное. Это тоже можно привести как пример, короче. Потому что это красиво, потому что война достоинству, понимаешь, уважению. А когда люди это видят, и они восхищаются, это красиво. Доброта всем нравится. А когда Ну, завязано понятно. на ненависти, кому это может понравиться? Поэтому Не, наша проблема, знаете, в чем кавказцев проблема? Я говорю? Арабы в свое время придумали себе религию и свою культуру, свою вот, моральные ценности в мировоззрении обозвали божественным. Просто у нас, кавказцев, наших предков не хватило ума тоже сказать, что это божественно. Вот наша проблема. У нас, если мы, наши предки дошли бы умом до этого, сказали бы, обозвали бы наши обычаи, культуру, это от Бога, у нас была бы своя религия. И никакая чужая религия нам сегодня не нужна была. Да. Я утрирую просто, я А утрирую. эти, честно говоря, я не знаю, со мной мало кто не согласится, но арабы, если честно, вот взять как вот арабов, да, они все озабоченные, вот реально озабоченные. Друзья, я тороплюсь. Давайте я один вопрос задам. Друзья. Вот Задавайте, последний вопрос. Султан. Я тороплюсь. Таузан, смотри, твое мнение личное, твое, вот, которое на твоей волне. Вот честно, вы все мне скажите, вы все, да, вот, которые на одной волне, честно, вот что, по-вашему, больше взяла чеченский народ, если возьму, в стиле там, то ли одежды, там, многих таких вещей, высказываний, больше от арабов или от других там европейских? Я имею в виду именно ненужных нам вещей, которые наш, как бы, адат, там, нашу одежду там убирают вообще, короче. Ну, понятен мой вопрос, да? Кто больше повлиял, арабы или европейцы? Ну, Европа, скажем, да? Я имею в виду именно ту часть Европы, Арабы, которая нам конечно. вообще не нужна. Не нужна, вот нашим традициям именно не нужна. Султан, Я имею в я виду тебе отвечу. ненормально. Посмотри на чеченцев 90-х годов. Сегодня, если интернет, можешь погуглить. На чеченцев 90-х годов, начало 90-х. И посмотри на чеченцев сегодня. Огромная разница. Сегодня чеченцы похожи на арабов. Ходят как обезьяны, бородатые, женщины закутаны в этот мешок. Это не в нашей традиции.
Наша А женщина в никогда не 90 ходила. на кого они? Наших женщин, нашим предкам не приходилось наших женщин скрывать под мешками, потому что было уважение, в первую очередь, к женщине, как матери, как жене, матери твоих детей, как сестре. А исламская религия вот эту черту, границу уважения стерла, потому что ты сегодня, согласно исламу, можешь на свою двоюродную сестру смотреть на как объект сексуального возжелания, как ты это не можешь. Всю грязь, которую принес ислам, разрушает наш народ, уничтожает уважение друг к другу, уничтожает любовь друг к другу. Я сегодня люблю свою сестру, свою двоюродную сестру, как сестру родную. Никогда она не станет как объект возжелания. Я себе в мыслях это не позволю, потому что во мне течет чеченская кровь. Достаточно? Да. И еще, как можно со своей двоюродной сестрой, типа, нельзя наедине оставаться? Она мне как родная. Потому что ислам привязан к сексу. Там все ниже пояса, понимаешь? Все отношения крутятся вокруг этого ниже пояса. Это же говорю. Она Ислам мне как сторонник родная, всегда чистоты. как родная. Сторонник чистоты ислам, поэтому, чтобы мораль вот этого не было, чтобы всячески Сторонник чистоты, говорит. Да, именно вот, смотри, ты же сам знаешь, вот, по себе мы даже можешь судить, да, вот, что мы делаем. То есть, когда даже выезжаем куда-то, да, вот, выезжаем мы, конечно, из республики, да, отдыхать, короче, едем, да, например, на отдых куда-то едем, ну, ты же знаешь, чем первым делом наши мысли заняты. То есть мы, как бы мы ни хотели, такими святыми не были, у нас есть это мужское, и это мужчинам свойственно, что бы мы ни делали, это мужская природа. А тот, кто с этим справляется, тот должен справиться, он и должен справляться, если, но он обязан. А религия всячески нас предостерегает от грязного в этом плане, чтобы мы... Султан, так рассуждает человек, который руководствует инстинктами. А я разумный человек, человек разума, а то есть мораль. А чем предостерегает от чеченцев, от чего плохого предостерегает ислам до этого? Чем мы плохим занимались, чтобы он нас предостерег от этого? Без понятия, я не нашел на это ответа. Не, это не важно. Хороший вопрос. Я сказал, не для одного народа, это для всего мира. Что вот, мы там, нашему народу теперь, нам мир нас не касается. Единственное, что ислам, который мы узнали, истинный ислам, который узнали в конце 90-х, это принес нам знание, как быть рабом. То есть раболепие. А среди чеченцев, культура чеченцев, такого слова даже не присутствует, даже понятия не имеет, что такое раб. Ислам нам это принес. Мы должны сегодня подчиняться миру, что бы он ни сделал, что бы он ни говорил. Ты не имеешь права. У меня вот... Какому миру? У нас общество было устроено на военной демократии. Понимаете, когда Европа и весь остальное жил в этот Dark Age, темные времена так называемые, наше общество, наши предки жили в этой военной демократии. То есть это говорится, что был совет старшин, где были одни люди, которые уважаемые, которые люди прислушиваются. Это тот же самый парламент сегодня. То есть мы жили в таких условиях. И поэтому для нас, что такое раб, не было понимания. Ислам это принес. Ислам нам принес, что... У меня вопрос. Султан, вопрос к тебе есть, можно? А вот смотри, вот Хармат... У меня тоже вопрос возник касаемо сословий. Можно сейчас я задам, брат, потом задашь, хорошо? Вот смотри, Султан, вот такие как пацаны, как Локи, Тойзан, там, Хармат, ты их можешь назвать братьями или они для тебя кафиры? Они в плане, то есть, как это сказать? Давай без вокруг да около, без захождения сзади, просто ответь в плане прямо. происхождения, то есть, принадлежащие к моей нации, вот, в национальном плане они братья, но в религиозном плане они уже далеко, даже не близко не стоят. У вас так, а у тебя, как у мусульманина, такое разве дозволено? Разве так рассуждать? Ты одно должен определиться, Султан. Или ты берешь мусульманское понятие, или чеченское. Но ты не можешь говорить, нет, кто меня поставил кто меня не брат. Это не можешь разделить.
Ты Кто тебя поставил Конкретно под вокруг... Почему? Кто тебя подставил под выбором? Твоя вера, твоя религия поставила тебя под Не-не, не выбором? ставит, не ставит. Не-не-не, ничего подобного нету. Из-за того, что... Ответь, пожалуйста, вот Локи, Тойзан, Парма для тебя братья или нет? Да или нет? Я тебе сказал, вот в религиозном плане они далеки от меня. То есть я в духовном плане их даже близко братьями не считаю. А вот в плане вот народного вот этого, конечно, они как были и есть. А то в плане религиозном, духовном плане я вообще считаю их на другом уровне. Не то, что братьями, вообще запредельный какой-то другой уровень, понимаешь? Кисломолочными, да? Не, все равно, вы же меня Белыми. тоже считаете. Недоделанные. Как бы, да, я тоже заблудший, вот в вашем Пальцем понимании. деланный, Султан, одним У словом. меня вопрос к чеченцам, связанный со словом, да, куртизанка, прости это слово. Просто у нас в языке его нет, у нас арабское слово, вот это ахба, короче, и все говорят ахба. У вас то же самое или как? Как Вопрос говорят? не понял. Ты там Да, у нас в спотыкнул. языке нету слова проститутка, но я его не знаю, по крайней мере, я никогда не слышал его. Нет у Есть нас. на арабском, есть. В народе вот в нету арабском слова есть, и у нас проститутка. вот арабское слово, короче, она типа... У нас есть слово, которое разведенная женщина бывает, вдова или она разведенная, есть для этого обозначение, но слово сама проститутка якобы. Не, я имею в виду у вот нас именно вот А это. самого слова есть, есть слово, просто то же слово, которое взяли у арабов, а так нет. Ага, понял. Потому что у Ну, нас потому- понятия не было такого. У нас понятия такого быть не могло. У нас никогда такого и не было, ни разу, чтобы такое как-то кому-то назвать. Арабы привезли свою проституцию и якобы на час никях сделать у них там, короче, салам алейкум. На Вот 2 я часа про это сделать. говорю. Да. Короче, Можно Султан, я вопрос тебе такой вывод делаю, Султан, чуть-чуть тебя, да, вот с тобой пообщался. Вот ты настоящий чеченец, ты никакой нахрен не мусульманин, вот честно тебе говорю. От тебя прям веет вот этим чеченским духом, понимаешь? От кого? От меня? Да, ты настоящий чеченец, я тебе все триггерные Ты вопросы... сомневался? Я Ты тебе сомневался? задал вопросы... Смотри, я тебе задал вопрос-триггер, который вот у вас в исламе дозволено. Ты на все отреагировал с нервами. Тебя это задевает. Какой же ты мусульманин, брат? Остановись, да, по-братски. Нет, не с нервами. Я не понимаю людей, которые спрашивают такое. В смысле не понимаешь? Я о дозволенности, я же не сам придумал. Ну, я же допустим, признал, там, что дозволено. Я же сказал, я всем Нет, сердцем не верю, признал, что но это на себе дозволено. примерять дозволенность и милость Всевышнего не Ну хочешь. зачем? Я не могу все на себе примерять. Я всего лишь один человек. Не, Я он, не- знаешь, Ты как какой? я ответил, знаешь, как он, я его объясню конкретно, кто, как, знаешь, со стороны кто он. Получается, будет мусульманином, но его совесть и чеченство, которое у него есть, не позволяет ему им быть. И он не хочет принять тот факт, что он не мусульманин. Да. Из-за этого он начинает психовать. И все. Да, и боится Это якобы осуждения. вы так Осуждения считаете. тоже боится. Осуждения Не, боится. это вы так считаете. Это Султан. вашим, согласно вашим таким, да, понятиям. Я не чечен. То есть Да, у вас Алла, узкое брат, понятие. тормози да по-братски. Узкое понятие. То есть вы сокращаете мировое население, которое там 10 миллиардов, до 2 миллионов. Понимаете? Вы миллиардов. сокращаете это население, и уже все, это суженности, у вас уже и мышление тоже идет. Такое же суженное, то есть максимально суженное, и вы дальше так мыслите. Я же говорю, я изначально говорю, тут ребенок, я думаю, детей тут нету. То есть то, что вот вы... А можно мне вопрос, Меня Султан? смех? Султан, Можно мне вопрос Султану? Я уже Да. жду просто. Вы... Можно Да. один вопрос Султану, вот хороший? Hodika mayer o duyt chayna da khalda tasun ist huyet dis khalkh dusun o khoyuq aqastu der megirder Нет, любой человек здесь может высказаться. Тут не имеет значения, женщина или это мужчина, Султан. Да. Почему? для меня как для чеченца это имеет. Это не для Султан, чеченца, как это для для чеченца? мусульман. Стоп, подождите. В смысле для Можно я чеченца? Для задам чеченца вопрос? всегда слово женщина имело значение. В смысле уважали, в смысле не имело. Где унижали, Вот я по принижали этому женщин в поводу хочу чеченских вопрос традициях? задать. Скажи,
смысле, где Вот, нет? За вот девушку, сейчас за честь женщины у нас умирали. В смысле, и где умирали. женщина не Поэтому, говорит... да, поэтому я считаю, тут женщине не место то, что мы сейчас обсуждаем. Тут женщине, я вообще считаю, не место, как чеченец. А вот Почему? уже на полезном Хотя деле ей можно было бы, я пару бы, как причин скажи чеченец, хотя я бы. говорю, ей подожди, не место. Султан. Не как чеченец, а как ты сам не хочешь, просто, чеченец, это якобы там ничего такого нету, если ты не будешь задевать ее честь. Она вопрос хочет задать человеку, ты ответишь, ты, может, ей в чем-то поможешь. Этому чеченец только поможет. В чем тут какая проблема? У меня вот уже, да, когда я разговариваю, вот, когда я осознаю, что тут слушает наша, тем более какая-то женщина или девушка, уже у меня это какое-то в голосе Султан, уже... ты когда женщину надеваешь паранджу, ты у нее спрашиваешь? Конечно, паранджу я никому не одеваю. Почему здесь ты не хочешь выслушать мнение женщины? Подожди, Ну, не спрашиваешь, да? Подожди, Аллах тебе что сказал? У нее спросит или у тебя спросит за то, что она паранджу не одела? Не паранджу, а хиджаб. это ты должен это Ответь, у делать. тебя Это спросит твоя или у твоей обязанность. жены спросит? Вот Ну, именно. Ты жены, обязываешь сестры. ее, хочет она или нет. Какой тут вопрос? Ты ее заставляешь одевать. Ну, она же может развестись в крайнем случае, если это такая катастрофа для Ну, нее. как она разведется по исламу, если разведется, я вообще не знаю, там, это самое дно. Не, Вообще не можно, знаю, да, нет прощения. это не все равно, что выйти из ислама, за это ее как-то накажут. Не, поверь мне, она может, при желании может, почему нет? Таких людей, знаешь, наказание хуже, чем неверующим. Локи Бехмабила, у меня к тебе будет огромная просьба. Духваха, не говори я как чеченец. Тут чеченца не пахнет. Ты говори, как я мусульманин. Если не хочешь говорить с женщиной, не как чеченец ты не хочешь, а как мусульманин ты не хочешь. Будь хоть в этом логичен и не лицемер. Тоже, ну, Духваха. да, Мабех делай, нохчал. Духваха, зачем тебе это? без обид, Мабех ты что, но, нохчал, без обид, но слышат это такое, которое не практикует наши ногти ничего уже десятки лет. У нас это смешно, а женщина я всю в жизнь это обществе... практикую. Всю Султан, жизнь я не это знаю, среди кого ты вырос, но у нас женщина в обществе всегда была уважаемой на первом месте. Это прежде всего твоя мать. Ты свою мать не слушаешь? Я вот некоторые разговоры считаю постыдными, чтобы ее слышала чеченская женщина. А Вот что тут я, постыдного мы говорим? Вот скажи, да, вот что тут постыдного обсуждается, что ты говоришь, что здесь девушки не место, что мы обсуждаем? ну, мы уже обсуждали такие моменты. То есть для меня это недопустимо, как бы, тем более она не религиозная, то есть она ничего пользы от этого не получит. Поэтому я против, чтобы она слышала это, да. Если бы она мусульманка еще как-то в плане ислама там пыталась бы какую-то информацию добыть, я бы как-то мог бы понять, да, это во благо. Но мусульманка вообще ничего. Тем более, чисто по-чеченски я могу сказать, нет, тебе То есть у султана, одним словом, герденное Нет, различие. А может, Придерживается герденного может это различия. девушка, которая, наоборот, хочет узнать эту религию, чтобы принять ислам? Почему ты считаешь, что она не должна здесь находиться? А я Может, просто... может, она с другим Не, намерением? может, я не думаю. Я 99,9% знаю, кто... Получается, ты против, а, чтобы в твою веру еще кто-то приходил, правильно? я не прошу никого. Не прошу. Кто... Нет, ты против? Султан, против? я хочу получить истину, Султан. Донеси до меня Да? истину, пожалуйста. Тогда включи свой разум и ищи истину. Предвзятость убери, там, и вот Да я вообще не момент. предвзят. Смотри, Султан, ты Антагонист, в искаженно данном понимаешь. случае нужно будет выключить разум. Не-не-не, тебе Да, надо будет Султан, смотри, я тебе 2 найти секунды, религию, это Султан, для скажу. всего Вот мира, ты а не искаженно, для подожди, чеченцев. Султан, 2 секунды, брат. Соборды, Важа. Смотри, Давай, вот давай. ты искаженно Почему понимаешь это нашу сказано для всего мира? Ну, Тукман Арабия это сказано для арабов, потом в хадисах сказано для всего мира, а в Коране сказано для арабов. А почему в хадисах сказано, знаешь почему, Султан, скажу? Потому что все аморальное там, чтобы было по всему миру, и чтобы, когда они занимались этим педофилием, всем остальным, чтобы это было нормально перед глазами, перед всеми другими, чтобы их не осуждали, и все.
А так в самом Коране они не додумались этого написать. Потом они начали дописывать хадисов. И в Коране забыли стереть этот аят, да? Ну, они вообще, как они до такого уровня дошли, что миллиарда людей последовали их религии, я не понимаю. Ну, больные люди просто падают. Кто хочет, чтобы жены последует, кто хочет, чтобы его... Не, жена опять, сидела там, опять подтасовал. сидела, Никакие знаешь, миллиарды как будто, людей не пос- как в мешке сидит женщина, знаешь. Локи, ты чтобы ты опять попадаешь в эту ловушку. Никаких миллиардов людей не последовали. Ислам распространялся через огонь и меч. Вот не надо сейчас людей вводить в заблуждение. Никаких последователей нету. Навязывалась религия, ислам по всему миру. Да, ты Огнем правильно. и мечом. Да, ты правильно. Да. Пару человек и несколько рабов только за ним последовало. Все. Наш истинный пророк явился. Слушай, Султан, на самом деле, вот, не знаю, мое восприятие вот этого всего, мне кажется, что самые свои дикие искаженные фантазии писал он от Всех имени приветствую. Всевышнего. Мне так и не дали Приветствую. Говори, Этот. ладно, говори. Да, Да, Хармат, агностик. Хармат, как вам уже эфир, чтобы в Телеграм Не, не в Телеграме эфир, вам не не в попасть. Телеграме. Зарегистрировался, Я понял, и потом напиши мне в личку, напишешь мне свой ник, в следующий раз захочешь подняться, я тебя подниму. Во время эфира мне в Телеграме напишешь свой ник, и все, я тебя подниму. Это кому надо? Кому надо? Локи писать надо или кому? Да. Он Хармат В везде смысле, не успевает, он не сможет тебя во время Локи эфира наш зарегистрировать. сподвижник. Локи наш сподвижник Хармата. Как там, я не понял, писать на площадке-то в Телеграме попадать можно или в ТикТоке? Как это надо попадать? Ну, там, получается, внизу стоят два человечка, нажимаешь на них, запросить, запрашиваешь запрос, чтобы подняться, и тебя там поднимают. И всё. Ну, поднимают через Телеграм или через ТикТок? Да, там смайлик стоит, двух человечек, увидишь. А? Ну, ты увидишь. Синий, розовый, наверное. Это где я увижу? В ТикТоке или где? В ТикТоке, где ты пишешь, внизу чат будешь писать, нажимать, чтобы писать. Ага. Там рядом стоит это окошко маленькое. Я так и не справился. Но в Телеграм, на Телеграм-площадку уже не будет эфира, я так понимаю, или что? Я не знаю. Запутал, ладно. Все понял. На данный момент пока что, на данный момент смысл больше проводить тиктоков, потому что там 900 человек, там больше мусульман сидят, чем Телеграм мало кто заходит, поднимаются. А там в тиктоке все сидят мусульмане, и каждый, кто видит, который пытается, знаешь, зайти как-то, что-то, там больше попадаются. А тут сидеть просто между нами, общаться, как сейчас, вот такое будет, если в Телеграме открывать. А если Хармат сейчас в этом чате сейчас ответите вы или нет возможности задавать вопрос? Нет, тут идет тема, нет. То есть не перескакиваем, да? Брат, ты такую тему Да. перебиваешь. Ну ладно, тогда... Исламист 2 раза хотел что-то сказать, не дает ему. Ладно, я прерываюсь тогда. Слушаю всех. Всех благ. Давай. Слушай, Султан, ты тут? Разумеется, я здесь. Мой дорогой брат, смотри, что хотел тебе сказать. Вот серьезно, вот сколько я пробовал там изучать, да, вот анализировать, я понял одно, вот Хармат правильно говорит, что, наверное, на том свете, если он есть, самый грешный будет ваш пророк, потому что мне кажется, что он свои все дикие фантазии и хотелки говорил от имени Всевышнего. И записывал, и говорил, выдавал это за истину. Потому что я никак в жизни не могу поверить, что вот такое Бог дозволял то, что он исполнял. Вот честно тебе говорю. А в моем понимании, что должен был дозволять Бог и почему должен был? В смысле, что должен был дозволять? Нет, если мое понимание этого всего хочешь, то я понимаю это так. Ну, определенное время, да, на жизнь. Он не распоряжается, как нам жить, или не предопределил уже нашу судьбу. Мы сами кузнецы своей жизни. Извини, что перебил. Как минимум, хуже животного его посланник быть не мог. Потому что Мухаммед у нас оказывается, это не как оскорбление или предвзятость, по факту. Животные не кидаются на самок, которые
не достигли брачного возраста. Они сзади Вот. нюхают, то есть месячные. А Ну, Мухаммед смотри, или автор Корана дозволяет жениться на маленьких девочек, у которых еще даже не начались месячные. То есть автор Корана, который эту книгу приписывает Богу, он хуже животных. Как может быть Бог хуже животных? А каким он должен быть? Он, как минимум, мы знаем, что должен быть выше, но не ниже животного. 100%. мне интересно, вот откуда ты факты берешь? Ты говоришь всегда факты. Какие Как-то факты? ты, как- Локи. ну, ты же Твоего переводишь писания именно- откуда? Не, ты переводишь писание, Какие? например, мои писания, да, скажем, переводишь, которого ты ни во что не ставишь, Вот ты дашь как такое факты. писание. Ну, чьи они? Ну, по-любому, не те, Но он которые... же с ты точки зрения придумал. религии Нет, тебе это переводит. писание. Это писание тех, которых эту религию придумал и все изложил, я это и привожу, и что? Причем здесь ты вообще? Прицепился ты к поезду или нет? Ты вообще ничего не меняешь там. Сура 24, сура Ты должен 65, это аят, воспринимать как истину. сура 65, аят 4 и толкование всех тафсирологов, муфассиров к этому аяту. Все мнение единогласное алимов, ахлюсунна валь джамаа. Аллах дозволяет жениться на девочек, у которых еще не начались менструации. Есть у них такое. А почему думаешь, как думаешь, ни в Коране, ни в Сунне вот возраст, почему не указан? Ведь столько вот таких, казалось бы, даже мерзких, казалось бы, на слух, да, вещей указано, да не сделайте это. Неужели? Что значит? Нет, смотри. Что значит, почему в Коране это не написано? Что за глупые вопросы? Я откуда знаю, что... Послушай, пожалуйста. Я откуда знаю, что было в голове у этого человека сумасшедшего, который придумал Коран? Я откуда знаю? То есть У меня есть только то, что он написал, и я могу исходить только из этого. Я не могу там смотреть его сумасшедшую башку. То есть сумасшедший человек застиг таких Знаешь людей, как? да? Султан, знаешь, как у вас пляжешь сегодня уже 4-й ты или 5-й человек, который сюда заходит. У каждого у вас разный ислам. Разный у вас. Найди себе похожего, по-братски, одного мусульманина. Ну, Локи, ну смотри, он сегодня, он постоянно количеством хочет проехаться, он думает, что количество делает какую-то вещь достойной. На самом деле легкодоступная. Ну, например, скажу банально, у проститутки много количественном плане мужчин бывает. А у достойной, до нее добраться очень тяжело. Поэтому ваша религия легкодоступна, она как, ты сам понял. Поэтому за ней многие следуют, самые там глупые, необразованные и так далее. Пример приведу тебе. Например, самый авторитетный исламский пропагандист сегодня, Закир Найк Мухаммад. Знаешь, что означает его имя и какого, насколько над вами издеваются мусульмане? Закир Найк Мухаммад означает Закир трахал Мухаммада. Найк на арабском языке трахать. Все, больше перевода у этого слова нету. Вам, мусульманам, подсунули человека и дали ему имя Закир трахал Мухаммеда. И это ваш авторитетный сегодня самый мусульманский проповедь. Вот настолько глупые люди есть, и миллионами они следуют. Кинь пармот, я сейчас думаю, я уже волосы дыбом встали, потому что я это слово знаю, и часто слышишь это слово, знаешь, арабов. Они между собой только этим, знаешь, и приветствуются, короче. Я перед глазами стало, я что-то марку накинул, и это, знаешь... Если вы думаете, что я голословно, я могу показать араб-блогера, который обучает, у него в инстаграме блог, он обучает свой арабском. Он всех пугает. Задал. Что? Любого араба спрашивает, что он ответит. Видно экран, видно. Видно.
Ну что, друзья, возвращаемся к нашим Абу Маймунам. После того, как я снял вот это видео про никях, о том, что это нецензурное слово даже в арабском обществе, почему-то именно чеченоговорящие Абу Маймуны, которые ни разу в своей жизни Коран не открывали, начали это как-то пыть онлайн. Описание страницы. У меня заговоришь как шейх на арабском, пишет он. И вот сегодня я наткнулся на вот это видео. Посмотрите. На русском языке эти слова в арабских странах никогда не говорит. Какие? Начинаем со слова зуб. Это еще у нас слово без. Записал. Еще у нас слово никто. Я его. Его. Осталось никак. Я тебя. Да. Учите арабский язык. Шаг и проход. Ну что, теперь-то хотя бы вы поверите? Наверное, вы знаете про никах, то есть что это такое и зачем его делают. Но то, что вы не знаете, это да, арабское слово. Но мы, арабы, в разговорной речи мы не говорим это слово, его не используем. Оно официальное. Представляете, даже самим арабам стыдно это слово использовать по отношению замужества. Они вместо него взяли себе, используют и использовали всегда другое слово. Но именно арабы, которые последовали за Мухаммедом, и не арабы, которые стали мусульманами, стали вместо своих родных, на своих родных языках слово, обозначающее замужество, использовать арабское слово «никях», которое переводится «проникновение», «секс». И вот эти люди, исповедуя эту религию, заходят сюда про какие-то чеченские, что-то стыдно, что-то не стыдно, я хочу, не хочу. Да ты самое мерзостное существо, не тебе говорит о морали или еще о чем-то. Вы с ума сошли? И еще один момент. Когда они в тюрьмах, допустим, сидят на лагерях, там петух там опущенный, униженный, самый конченый, он идет просто к новой касте зеленым, принимает ислам и все. Даже некоторые считают его неприличным. Так что мы больше выбрали легкий вариант, приличный. Звучит вот так. Катб ктаб. Катб ктаб. Что переводится дословно написание книги. То есть, когда парень и девушка хотят жениться, им надо делать написание книги. Запомните обязательно эту фразу. Намного лучше. Про такие моменты, кроме араба, никто не расскажет. Так что подпишитесь. Его забываю постоянно он же вам сами дагестанский его имя был, сейчас он постоянно забывает. Он же вам сказал совету быть петухами, мусульманам. Не будьте, говорит, львами, будьте петухами, да? Во. Я сейчас думаю, сижу, для француза, конечно, это было бы гордость. У них символ петух. Еще они, знаешь, прикол в чем, якобы говорят, что европеизация, якобы там геи, туда-сюда, они прямо сами себя приписывают. Будьте петухами. Вот зачем столько обсуждений? Вот когда ты ребенком был, ты же знал, что в этой религии что-то не так. Ты же знал это. Ты... Каждый Ну, конечно, я знал, вот меня, не знаю, я хоть скрывал бы это, не говорил бы, не знаю, может, я ну смотри, я знаешь, что говорю? Даже, может быть. Я это не скрываю, но я это никогда не признавал бы. Если бы я знал, у тебя чистый разум был же, чистый разум был, сознание чистое было. Я знал ту сторону, подожди, я знал ту сторону, которую взяли с Библии и Торы. А я не ту сторону, которую тем, чем занимался Мухаммад. Рассказали бы мне ту сторону или в мечети нашей, я посмотрел бы, сколько чеченцев были бы сейчас мусульманы. Честно говоря, я с детства знал, Я по акценту слышу, ты по-любому дагестанец, да?
А тебе самому не стыдно как бы перед своими предками, что быть мусульманином после того всего, что они творили над вами? Ты мне говоришь? Да. Да, брат, мы же с тобой разговаривали, а не мусульмане, мы с тобой в чате даже общались. Я знаю тебя. Да, ты Я сейчас здесь просто давно есть. разговариваешь. Просто ты сейчас разговариваешь как мусульманин. Я Просто говорю еще полностью наоборот. не очистился. Нет, я говорю наоборот. С детства некоторые дети понимают, что там что-то не так. Вот я лично понимал всегда. Мне всегда не было понятно. Многие моменты мне не... Всегда я думал, как так может быть. Вот я рос, и я поэтому забивал до 16 лет на эту религию. Я знал, там что-то не так. Потом чуть-чуть Не знаешь, вникся. когда я с какого возраста начал понимать? С 12 лет. Знаешь как? У меня есть один дядя, который, двоюродный дядя, который там 16 лет в Египте на тот момент, он, получается, в 90-х, в начале войны уехал, учился в Египте. Я с ним почти год занимался изгнанием джиннов. За год я не видел ни одного джинна. Он мне говорит, если не будешь молиться вокруг себя эту святую воду, не будешь лить перед сном, тебе туда-сюда будет. Я специально... Есть еще одна... Получается, один чеченец якобы поймал сатану, ее можно поймать с левой рукой за правую ногу. Вот, и он его поймал, и он всю жизнь становится его слугом. Это мифология, это как, знаешь. И в детстве, я в то время, может, мне как бы хотелось это проверить, я за этого делал. И получается, этот шайтан делал все, что он говорит не делать. И получается, мне, там история дальше идет, получается, потому что я хотел то же самое оседлать шайтана, можно сказать. И я специально не молился этот промежуток, чтобы ко мне какой-то шайтан пришел или кто-то пришел, чтобы его поймать. И этой водой ничем не пользовался. За год мне никакой шайтан не пришел. Приходили люди, честно говоря, их, ложили, там Коран что-то читали. Некоторые с ума сходили, их просто скорую вызывали, таблетку давали, они 5 секунд себя проходили. А исламом они ничего не видели, чтобы откуда-то что-то вышло или что-то, она естественное, чего-то никогда в жизни за год ни разу не заметил. Там в день, как минимум, чтобы ты понимал, было 15-20% минимум. Короче, вот это я с Дагестаном тесно связан, там я читал в пабликах, вот эта газета, что есть, Ассалам, что раздают ее, понял? Там была написана статья, нужно ли делать омовение, если там жена умерла, и с ней заниматься любовью, перед этим. Вот такие вещи в газетах пишут, распространяют. Люди что должны читать и понять от этого по-братски? В чем пропаганда вообще? Я не могу понять. Не понял, после того, как умерла, можно ли заниматься этим? Но у них, да, есть такое чудо. Локи, можно вопрос? Ты про газету Да. Ассалам говоришь, да? Да. Да, кто хотел вопрос задать? Я хотел вопрос задать. Задавай. Вот я слушаю, до этого смотрел ваши видео разные на YouTube-канале. Я не могу понять, вы ставите Нохчола выше любой религии, да? Да, любой религии. Нохчола, да, именно? Для чеченцев Нохчола выше любой религии. Хорошо, понял. Но дальше можно вопрос задавать? Или... Ансан, для чеченцев Нохчала, для грузинов свои устои, традиции. Для каждого... я у Локи спрашиваю. Давайте не будем нормально пообщаемся, каждый успеет. Именно для чеченцев выше всего чисто своя культура, свое родноверие. Потому что там с любой религией могу ее сравнить. То есть, да, мораль тоже, мораль Нохчи лучше, чем ислам, да? 100%. Хорошо. То есть чеченская мораль, она объективна, да? Пример привести? Я сам Нохчола, я знаю. Я смотрел, давай приведи. Я тебе приведу пример, чтобы ты понимал. Не перебивайте, пожалуйста, дайте дослушать. Подожди, Локи. Ни один чеченец не будет жениться. Локи, извини. Слушай, чеченская мораль, она для чеченцев.
В группе разные люди и группа для обсуждения ислама. Не с тобой мы будем обсуждать чеченскую мораль. Она объективна только для чеченцев. Только для чеченцев, Если да? кто-то утверждает, что у него есть объективная мораль для всех народов, он приходит сюда и доказывает это. Тут никто не утверждает, что чеченская мораль для всех объективна, тут никто не несет армянам чеченскую мораль. Тут философия очень проста. Армяне будьте армянами, русские будьте русскими, чеченцы будьте чеченцами. Ты в своих видео говоришь, что арабы пришли на Кавказ и навязали свою мораль. Ты также в своем видео говоришь. То есть ты говоришь, что у нас была мораль на Кавказе, и она была лучше, чем у арабов. Я правильно понимаю? А, подожди, теперь скажи, да, смотри. В Дагестане женится на двоюродных сестер? Не, давай не будем про частные примеры, там женится, не женится. Мы говорим общем. Ответ нет, женится или нет? Сейчас, подожди, ты задаешь, я не могу. Женится или нет, чтобы ты сам понял, нашел ответ. Женится? Ну, возможно, женится, я не знаю. Я не знаю просто. Женится. Я не говорю, что не женится. Они может жениться, но я не говорю, что не знаю. Я как дагестанец говорю... Давайте не будем перебивать. Локи общаться со мной. Локи. Я как дагестанец скажу, у меня есть близкий друг, он женатый на двоюродной сестре. Не эти частные примеры, не интересно. Я слушаю. Я тут в Европе знаю, дагестанцев не раз встречал с своими двоюродными сестрами, женатыми вместе проезжали сюда, чтобы себе жизнь наладить. Много видел. С детьми приезжали, кстати, одна семья с детьми, у них ребенок инвалид был. И есть в Дагестане такое. Тот, кто говорит, что нету, тот врет. Вот. Ну хорошо. Ну чем, вот я пытаюсь понять, чем чеченская мораль, лучше, чем это? Вот это я пытаюсь понять. Потому что моя чеченская мораль не позволит тебе педофилить 9-летнего ребенка. То есть Чечне... Вот чем. Дальше копать не будем. На одном Конечно, в старческом возрасте не жениться на маленького ребенка, у которого еще месячные не начались, это лучше. Не жениться. Конечно, не жениться на двоюродную сестру, чем жениться, это лучше. Конечно, чем других людей. Почему лучше? Почему не жениться на двоюродной с ними? Хорошо, хорошо. Подожди на секунду, Леон. Хорошо, готов быть моим рабом? Нет, не готов. Ну вот, и ответ, почему лучше. Не, это... Ну вот, смотри, ты вот у себя в голове что-то вообразил, сказал, ну вот, так не делается. Ответ, потому что никто на себе этого не хочет. Любого спроси, хочет ли он быть рабом и чистить попу другого. Никто этого не хочет. Для всех, для любого в своем уме человека не быть рабом, чем быть рабом, это лучше. Любого спроси. Ответ очень прост. А теперь давай, дуй отсюда. Вообще про мораль, про чеченскую мораль с этими ничего не обсуждать. Это, самое настоящее говно педофильское. Какое нахрен мораль? Вообще сразу обрубайте их. Что оно такое, вообще обсуждать чеченскую мораль или вообще произносить ее? Говно самое настоящее. Говори о своей педофилии. Мы боремся с твоей педофилией и хотим людей нормально защитить от вашей мерзости. Об этой мерзости и говорим. Все. Полностью согласен. Я вот знаешь, что думаю, что вот смотри, наши предки настолько порядочные, да, что они даже вот это арабское слово никях как-то отбелили, как-то, знаешь, их репутацию все равно отбелили в своем обществе. Вот я, например, когда спрашивал, а что это слово значит, мне говорили, это слово значит помолвка. Это во всем, типа, до того, как я вот канал Есть тут увидел. какой-то мусульманин, интересно мне просто, чтобы, если арабский хотя бы чуть-чуть знать, если мусульманин, я могу привести араба, который вот неделю назад я вывел из ислама.
Просто он французский знает и арабский знает. Если он на этих будет говорить, то вы не поймете. А так, если арабский хотя бы кто знает, он может без проблем подтвердить, что он вышел с ислама неделю назад. Даже сами арабы уже начинают уходить, потому что для них это тоже аморально. Алжирец по национальности. Не араб, а алжирец. Анар, ты да говорил, что что-то тебе говорили не так, неправильно объясняли? Что? Плохо Не, слышно Анар тебя. же говорил не только что, то, что ему что-то рассказывали, говорит, неправильно рассказывали, типа, не договаривали, не до конца рассказывали. Или кто Кто сказал? это говорил? Ну, только что сейчас кто-то сказал, до тебя кто-то сказал. Я имел в виду, что вот до этого тоже ко мне рассказывали многие разные люди разных национальностей. Например, про ту же самую Айшу мне рассказывали, что она была без родителей, короче, сирота, бедная была, ее Да, это тюркская сказка была, все которую нам вот рассказывали. разные национальности, разные. Да, говорили, пророка был дом, короче, который он заходил, где он не мог даже выровняться ровно, настолько он низкий был, он жил на деревянной короче, кровати, настолько он бедный был. Он кушал там, у них только посуда общая была, люди кушали. Там много моментов было, сколько шва нам рассказывали, а что плакать хотелось, знаешь. Аллах ему говорил, я тебе, помолись, попроси меня, я тебе сделаю эти горы золотом. Он говорит, отказывался, я хочу самым бедным быть. Вот такие истории нам рассказывали, о мечетях. Жалко, Султан ушел, с ним Локи, интересно было. Локи, допустим, даже если это было так, да, если даже, допустим, что из этого я могу сделать в своей жизни? Ну и что он там отказывался, что он был Нет, бедный? ты допустить не можешь этого. Как ты даже допустить можешь человека, которого были больше 1000 пленниц, больше, не знаю, сколько количество 1000 рабов, правил большой армии, любой женщиной делал, что хотел, как ты можешь, там, допустить нельзя. Нет, там вообще, он не имеет права, чтобы такого допускали. Нет, тут есть психологический момент, так бы сказать, ловушка для разума человеческого. Сначала его преподносят как самого такого бедного, праведного человека, и он для тебя со временем становится примером. А потом уже потихоньку, помалому информация тебе доносит до тебя, что да, он женился где-то на 9-летней, да, он кого-то там пузо поцеловал, но ты это уже принимаешь, потому что до этого в тебя заложили, и у тебя уже в мозгу запечатано, что это праведный человек, пророк Бога. Вот как это работает, понимаете? Вот такие, как Султан, поэтому сегодня не могут избавиться от этого вируса. Ну, рамки дозволенности потихоньку раздвигаешь, чтобы человек понимал, ну, принимал легче. Это как яд потихоньку вводить, чтобы у тебя иммунитет вырабатывался. Да, и таким же образом я в нашем случае, в чеченском народе, послужил тюркский суфизм. Не будь этого тюркского суфизма, мои предки никогда бы этот ислам не приняли бы. Они его и так не принимают. То есть он у нас не укоренился бы. В силу всяких исторических событий он у нас укоренился, потому что приходил Тамерлан, потом приходили другие нашествия, опять же, с этого Востока, с Азии. Заметьте, к нам с Запада никто не приходил, никто не навязывал свою религию. А приходили все эти такие истинные бедуины со своей истинной религией. Не будет тюркского суфизма, мы никогда если мои предки сказали бы в свое время, Мухаммед пророк Бога, но он женился на 9-летней девочке, да его прогнали бы пинками под зад в то время, понимаете? А они как пришли? Рассказывали про этого человека басни небелицы. Вот так и работает этот ислам. Сейчас у турков в сериалах так пропаганда идет пропаганда с такой стороны, с мудрой стороны, с доброй стороны. Там, если посмотреть, я просто знаю азербайджанский язык,
понимаю турецкий тоже. Я в оригинале смотрю, я вижу, что там идет. Чего стоит этот сериал Османа? Пропаганда исламская. Неприкрытая, кстати. В любом сериале, Осман это да, это, конечно, конкретно уже, да. А так в любом сериале там с главным героем что-то происходит, потом старик его находит, начинает ему там объяснять, что пророк тоже много испытаний, там туда-сюда начинает. Там везде пропаганда вот это идет. Меня вообще удивляет тот факт, что в этой фильме снимаются люди светского образа жизни. Это вообще какой-то маразм. Я вообще не А у понимаю. них выбора, скорее всего, нет. Их там отшлепают, скажем так. Маркус же здесь вроде арабский знал, что молчит? Так меня никто ничего не спрашивает. Вот Ислам сидит или нет, который мне в личку пишет? Интересно, вот сидит, да. Ислам, давай, включай микрофон, доказывай нам тут всем, короче, что Айши не было 9 лет. Давай, скажи, что жена Мухаммада, пророка, врала. Давай, опровергай. Давай, ее хадисы, все, что она говорила, давай. Нам это только радует. Давай, братан, сам опровергай свой ислам, давай. Включай, Ислам. Ждем, не стесняйся, включай микрофон, не бойся, мы тебя не сидим. Если у тебя есть истина, доказывай. Ты мне говоришь или кому-то другому? Ты мне в личку скидываешь, что я не было 10, 9, ей было 14 лет, и у тебя есть 3 опровержения. Приведи нам эти 3 опровержения тут же, мы тебя ждем. А, не, это не я, понял. Не, Ислам у него, ник вот внизу он сидит, у него с пистолетом или с чем, не знаю, у него там фотка, да, с ножом точнее, да, с ножом. Фотка, чувак с ножом. Давай, включай, тут не надо мне в личку писать, я сейчас на личку не буду отвлекаться, все, давай. Выйди куда-то, не знаю, не отмазывайся, это врать не надо нам. Давай, включай микрофон, если чего-то хочешь. Позвони мне, говорит, личку, а у него для личку позвонить нормально, а сюда зайти не может он, короче. Интересно. Или просто позориться не хочешь, Ислам. Давай, включай, Лева Аллаха. Многие, кстати, этого чата очень сильно боятся. Я вот сколько друзьям скинул YouTube канал вот это формата. Вообще все боятся в Telegram подписываться. Как будто их за это убьют, не знаю. Они сами поддерживают формата, но боятся Telegram подписаться. Или что-то тут сказать тем более. А можно Локи вопрос задать? Можно. Скажи, ты бы смог дружить с мусульманином? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я ему сперва объяснил бы его религию. Если он это принял бы, я ему сказал бы, давай, иди гуляй. Зная, что он один день может прийти и изнасиловать мою жену, ни в коем случае. Попросить у меня мою дочь 9 лет, ни в коем случае, потому что это ему дозволено. А здесь есть ребята, не мусульмане, которые дружат с мусульманами или могли бы дружить с мусульманами? Я дружу. Я дружу. Я У меня дружу. 2 подруги мусульманки. Но сама ты не Одна, мусульманка, причем да? радикальная. Нет, я христианка, а она мусульманка Дружить, радикальная. знаешь, в плане, чтобы гулять вместе, ходить в гости, я к тому говорю. А если там увиделся, где-то поздоровался, это не дружба, там где-то там человеком, Ну, это вот так даже по чеченец, городу там бываем, поздоровался, вместе это да. ходим, гуляем. Ну, прям в гости ходить к нему, чтобы он себе в гости звать мусульманина, ни в коем случае мой порог не приведет мусульманин. Ну, мужчина может быть, а мы, женщины, как-то, наверное, полегче в этом плане. Не, ну, женщинам, зависит, не знаю, короче, если зависит, с ней сперва поговорить, если она, не знаю, хочет арабизироваться, то тоже смысла нету. Ну, Локи, смотри, видишь, да, у нее девочки покрытые, она сама не покрывается, а дочки у нее все покрытые. Вот, но мы когда с ней встречаемся, мы не затрагиваем тему религии.
Просто она сама как человек очень чудесный, правда тебе говорю, да. И, конечно, мне жалко, что она вот в этой религии находится, но мы стараемся не трогать религию вообще, как бы, да, просто мирские темы и все такое. Вот так вот можно дружить. Локи, маршал, Дума, Серга. И внизу вот Маршал. Ансан руку тянул, и где там какой-то длинный ник у него, какой-то Рорден. Уж халатби они руки давно тянут. Это Ансан девушка, вот уже не эта будет осетинка. говорить. Ансан не будет говорить. А девушка уже давно кого забыл просто поднять. 30 минут у него выключен. Всем доброго дня. Привет, Добрый привет. день. Вернулся, да, выспался, энергии набрался, вернулся, мы тебя ждали. Прям так и ждали, так и ждали. Нет, не ждали. К христианству больше вопрос не поднимаем, никакой. Почему? Тут христианство не обсуждаем, у нас нету никакой цели там о христианстве или что-то еще. Можно просто говорить все религии, например. Нет, нельзя. Вообще, если это начнется тема христианства, я вас обоих выкину. Всем доброго дня. Локи, у меня такой Добрый вопрос. день. Смотри, брат, я сам родился и вырос в республике, где большинство исповедует ислам, и сам родился в семье мусульман. Но с возрастом, как я уже вырос, да, я задался вопросом, почему я должен быть мусульманином? Я сейчас с тобой откровенно разговариваю. Это потому, что я родился в республике, где большинство исповедует ислам. Либо в семье, либо потому, что в семье, где все мусульмане. Либо потому, что за меня так решили. И я начал уже 4 года изучать религии. По большей степени таких, как я, скорее всего, называют агностиками, которые не опроверждают и не подтверждают существование Бога. И у меня такой вопрос. Я про христианство уже прочитал. Более 8 месяцев я на это свое время потратил. А сейчас изучаю ислам. А далее буду изучать Тору. Есть ли у тебя какие-нибудь доводы, факты по поводу того, что нет, это не та религия? Что, ислам имеешь в виду или другие религии? Да. Для себя, смотри, я прочитал Смотри, я тебе объясняю. Смотри, ислам это что такое? Конкретно. Ты можешь взять, не знаю, 50%, к примеру, допустим, к примеру, возьмем ислам, это там берешь часть Торы и часть Библии. А 50% это то, что делал Мухаммад и то, что ему хотелось делать. И все. А эти ты идешь назад, 6-8 тысяч лет до нашего до нашей эры, и берешь оттуда глиняные таблички, которых сейчас до сих пор переводят, больше 20 тысяч уже перевели. История анунаков. Мифология анунаков просто идентична с Торой из Библии. Получается, она уже была. Получается, если ислам списывает, то можно сказать, что это тоже откуда-то списано. Понимаешь? Потому что и там был Адам. Это не религия была, это мифология была. Был Адам, он был создан из глины. Все были там ангелы, которые там это пришельцы, как описывают. Для них это пришельцы были, для кого-то это ангелы. Там много чего, просто прочти всю историю, я сейчас это рассказывать, это уже полдня пройдет. Поймешь потом. Дальше ничего, какие-то религии читать не надо. Сперва это прочти, потом поймешь, надо тебе другое читать или нет. То же самое Поймешь. легенда о Просто Гильгамеше. мифология. Это просто мифология была. А если от мифологии взято остальные религии, это как понять? Просто всегда ни в знал, одной что... религии ничего. Знаешь, Я прикол в всегда чем? Ни в знал, одной что нас религии создали ничего нового. пришельцы. Подожди, ни в одной религии ничего нового не сказали, чем в Писании, анунаков. Там даже больше сказано, потому что просто не перевели все до сегодняшний день, полностью не перевели. И если переведут, может, и там сказано, что мы в космос полетим, но ни в одной религии этого не сказано.
Это понятное Они дело, верили в что пришельцев, все они религии... верили каждые 3600 лет они прибывают. Ну, к тому, что они могли уже представить, что это реально летать на другие планеты. А ни в одной религии это даже не говорится. Это потому, что начали переводить такие моменты после религии, после ислама. После сейчас вот-вот начали переводить эти моменты. Поэтому нету этого всего. Остальных религий в то время этого не переводили. Они не знали. Знали бы, туда уже вписали бы, что в космос полететь. И сейчас сидели бы мусульмане или кто-то еще там. Вот у нас говорили там, Мухаммад, что мы в космос полетим и поселим ту планету. Такого нету. А ну сейчас поселяют планеты, там все изучают. Почему он не мог элементарно ничего одного нового никто из них не мог сказать, что есть у истории анунаков. Даже, не знаю, даже досказать то, что у них есть. Реми, чуть по-другому сказать, ты согласен, что христианство и ислам — это ветви иудаизма? Ну, от иудаизма вы отошли, ну, вышли. Ну, от Торы изначально идет. Ну, Ну, я, от смотри, Торы я идет утверждаю, из анунаков. я утверждать твое слово не могу, брат, потому что я с Торой еще не знаком. Ну, А то, во-первых, не что... Тора, а Брат, Танах. это Не факт по Тора, а факту. Танах. А Это Смотри, что, я эпохи. могу... иудаизм? Подожди, простой христианин, брат, сейчас чуть попозже попроповедуешь. Короче, вот иудаизм — это по факту кусок язычества иудеев старых вот этих. То, что у них Яхве, главный бог, это сын главный, ну, этот, он в совете главного бога, короче, восседал, и Яхве чисто иудейский бог был. Чисто который над ними, короче, понял? А есть еще другие боги в иудаистском вот этом язычестве. Потом это стало Эля. типа единобожие. И вот по факту ты сейчас и все вот миллиарды людей свое язычество выбросили, чтобы поклоняться иудейскому язычеству, короче, и иудейскому богу, который только над иудеями изначально был.